Добрый день! Сегодня у нас в интервью основатель компании AGT Global Абдрахманова Гульнар Тимуровна. Здравствуйте! Да, здравствуйте. Не могли бы вы немного рассказать о себе, о своем бэкграунде? Ну, если говорить коротко, я являюсь основателем компании GT Global, также идейным вдохновителем конкурса Open Space. Работала всю жизнь в системе образования, то есть была в науке, сама имею все научные степени, какие есть в Казахстане и были тогда на тот момент. Вот, поэтому наука это уже как образ жизни, и этот образ жизни я решила в какой-то момент перевести уже в свою работу, потому что, работая в университетах, достаточно были сжатые форматы, рамки, а компания, она дает больше свободы. Вот то, что мне, видимо, всегда не хватало. Свободы себя реализовать, предлагать идеи и работать в той команде, которой я хочу. Потому что система образования это все-таки такая структура, да, то есть это своего рода своя система, и не всегда есть люди, которые, ну, как раньше любили говорить, единомышленники, там, союзники и так далее. Вот. Но здесь я хотела бы сказать, что именно те люди, которые меня бы тоже вдохновляли, это очень важно. То есть быть наравне с лидерами, с сильными ребятами работать, с сильными специалистами, профессионалами. Для меня это всегда было очень важно. И на сегодняшний день это для меня самый важный критерий вообще в работе, в подходе, в решении каких-то задач и так далее. Поэтому я думаю, что компания, она была, как сказать, родилась, и я ее открыла в свое время, когда я уже была готова, когда я уже была подготовлена. А конкурс Open Space это была та площадка, та платформа, которую я просто продолжила. То есть, делая это все в университете, я решила это а, перевести на свой формат и именно в своем духе это делать, так как я вижу, внести свой подход, свои коррективы, накопленные с годами. Потому что для меня всегда студенты, не все, скажу честно, но я всегда видела, если я видела перспективных ребят и ребят, которым нужен был где-то волшебный пинок, где-то рука, где-то поддержка. И я всегда это делала. Вот, я не искала любви, там, уважения, не скрою. Кто-то меня ненавидел, кто-то любил, уважал, но это было для меня не так важно. Важно было, даже приятнее было, знаешь, когда тот человек, которому ты помогаешь, и он просто выстреливал. И я понимала, что, ну, это вот как тот ангел, как тот шанс, как тот, да, как скажем, мотиватор, который многих великих людей вдохновлял. Да даже если просто этот человек получал диплом или получал какую-то возможность себя реализовать, для меня это было тоже вдохновение. И, честно говоря, я получала от этого тоже такое воодушевление, то есть что я своей поддержкой, своим видением, да, что я увидела, что человеку помогла и поддержка. Но это и есть служение. Вообще, как бы педагоги, они же в служении всегда. То есть это очень важно понимать и осознавать изначально. Я понимаю, что сейчас и раньше было время монетизировать все время, да, но уже после ковидное, то есть время сейчас показало, что все-таки более такие благостные цели, они сейчас лидируют, а затем оно приумножается, в материальное переходит незаметно, неизвестно как, иногда даже просто таким волшебным образом. И вот мне кажется, сейчас время именно такого периода. И оно, честно скажу, мое, потому что мне больше как-то нравится так вот, даже монетизировать что-то, искать какие-то варианты бизнеса и так далее. Вот, в принципе, идея компании так создавалась. И сам конкурс для меня очень важен, как тот же инструмент, также платформа, та же площадка. Но сейчас очень много таких модных слов, но не важно. Важно то, что у этого конкурса он не коммерческий. Он имеет свои цели, задачи. Опять же, поддерживать, помогать. Мы призываем многие университеты, где есть
связи, отношения, где есть просто регионы, это вообще моя мечта, больше притягивать, скажем, талантов, студентов или каких-либо лидеров с регионов. Потому что много об этом пишут, говорят, регион. А если делать конкретные шаги действия, то, естественно, мы можем им помочь таким образом. И вот в этом году для меня очень большой был шаг, это участие с регионов университетов. И вот, ты знаешь, это Кызылорда. И она выстрелила, и достаточно позитивно. Это даже отметили где-то в соцсетях. Мне это было очень СМИ, да. приятно. В СМИ, да. Кстати, мы с тобой об этом, да, мечтали, ставили какие-то цели, и они просто волшебным образом случились. Я думаю, что вот это вот, сказать, такая благостная, да, так скажем, позиция, отношение к этому, оно вот вылилось в такое, я думаю, что это было тоже очень приятно, и, так скажем, и мне кажется, и для регионов тоже, потому что каждый раз участие, вот сами участники говорили, что они ищут конкурсы, да, им интересно участвовать в конкурсах, их много. Я согласна, и я никогда не видела конкурентов, потому что прерогатива моя конкурса – это бесплатное участие, это бесплатная поддержка, это мы больше даем. И отдача лишь в том, что мы можем пригласить в свои какие-то научные проекты, либо члены жюри могут пригласить в свои, да, компании и так далее. Или через кого-то найти, вот так скажем, тех талантливых ребят, которые бы им, может быть, когда-нибудь пригодятся в их проекте. Вот, поэтому цель конкурса на сегодня она пока такая. Не знаю, как будет дальше, но мне хочется сохранить вот эту миссию, чтобы этот конкурс был таким, как благостным, то есть интеллектуальным, как называют, такая умная благотворительность, именно вот инвестировать, как бы в этот конкурс со стороны компании именно вот в такие, то есть цели, в такие, так скажем, проекты. Потому что в каждом, вот с каждым разом, в каждом конкурсе у нас есть свои запросы. То есть, например, работая с инвесторами или с какими-то предприятиями, у меня каждый год выходит какое-то направление. И мы под это направление ищем как раз команды, ребят, единоличных каких-то участников, либо командные работы, которые могли бы себя реализовать. Вот. И уже вот пройдя как бы второй год, проводя его именно на платформе AGT Global, в этом году у меня уже есть другое видение. Это тоже очень хорошо, о чем мы с тобой говорили, но мы потом это будем, наверное, и ты дальше будешь вещать об этом, уже по-другому. То есть тоже, да, как бы родилась такая идея сделать этот конкурс уже повернуть в другом ракурсе. Мне кажется, вот уникальность такая, вот, что все время что-то меняется, как и со временем, что-то хочется вдохновиться чем-то, вдохновить ребят, сделать какие-то идеи, реализовать. И мне кажется, в этом смысле как бы компания, наука, исследование и конкурс настолько гармоничны, потому что все как бы одно из другого вытекает, по сути, да, и ты можешь незаметно, никого не задвигая, никого не, так скажем, не отодвигая, да, ты можешь просто дальше двигать проект. Мне кажется, это есть какая-то такая некая уникальность, своеобразность этого конкурса и подхода моей компании именно вот к реализации таких, как сказать, рычагов, инструментов, которые можно в дальнейшем все время трансформировать, менять. Потому что я очень люблю менять. Меня, например, год удержать каким-то одним контентом, одними какими-то моментами очень сложно, потому что сама по себе я люблю что-то менять и не сидеть на месте, двигаться. Так как вы человек науки, я хотела бы поговорить немного о науке. И вот сама наука сделала мир таким, каким мы его сейчас знаем. То, что раньше нам казалось таким невозможным, сейчас кажется уже обыденным. И вот вопрос, какие вопросы сегодня в зоне внимания ученых, по вашему мнению? Опять же, вернусь к тому, что вот после ковидное, да, время, оно, как все говорят, перевернуло мир,
Нет, просто ковид это был яд, а сейчас время уже другое, да, то есть после, да, как после яда что нужно? Реновация, да, то есть инновации, что-то новое, вот. Ну, это я так уже по-своему трактую, но наука, она была всегда. Просто разные видения, подходы и, так скажем, отношение к науке, это было, да, по-разному. То есть в какой-то период времени наука, она взяла все, потом науку отодвинула другое время, вышла более материальная, да, эра. Она дала тоже многое, я считаю. Но наука, она всегда была. Просто наука в какое-то время отошла к университетам. То есть наука не стала бизнесом, наука не стала образом жизни, она стала больше образовательным контентом. И это тоже было немножко неправильно, на мой взгляд. А сейчас наука опять выходит во всем мире на свое место, потому что у нее есть свое место. Наука – это исследование. То есть ты не знаешь до конца, да, Сработает. правда в твоей теории есть. Идешь ли ты правильным путем, но то, что она многогранна и дает миллион вариантов, я могу с любым поспорить и сказать, что это так. А сейчас это время такое, когда ты можешь иметь много вариантов, когда ты должен иметь много вариантов. И наука сейчас стала еще интереснее. Почему? Ее стали относить междисциплинарной. То есть это тот синтез, когда, допустим, химика можно в команде поженить с айтишником, можно поженить с нанотехнологом, с VR и так далее. И здесь все лидеры, да, то есть здесь нету такого величия, что кто-то один, потому что это есть командная работа. Но идея, да, может быть твоей, чьей-то химика, там, нанотехнологии. Но здесь IT, искусственный интеллект, это уже как тоже как бы время такое, что если это все динамично, скорость, да, мы видим, что день за два, да, час за два, естественно, он ускоряет. То есть искусственный интеллект ускоряет. Если раньше это программировали, были какие-то все равно программы, просчеты, математические методы, модели, я помню. Сейчас это просто кучу всяких, да, приложений, то есть кучу всяких, тоже машинное обучение, да, машина learning, там, допустим, data science. То есть столько инструментов, которые дает IT-технологии для того, чтобы реализовать любой проект. И мне кажется, в этом смысле сейчас ребятам как раз-таки очень интересно химикам, да, допустим, тем же медикам работать. Даже просто про лингвистов скажу, что очень много вариантов появилось реализовать, да, свои проекты. Потому что какие-то раньше с науки направления уходили. То есть лидерами выходили там, я помню, нефтехимия, химия отодвигалась, да, потому что была эра нефтяного, да, бизнеса, допустим. Сейчас тоже какие-то выходили IT-технологии, вот, да, но нет, ни один IT-программист или IT, допустим, ну, какой-то там лидер, он никогда не сможет сделать ТЗ без того, чтобы ему пошагово расписали что-либо. Поэтому здесь тоже понятие идет, что не все будет роботизировано, не все будет запрограммировано, как это страх было введено. Поэтому здесь вот тоже в науке интересно в этом время сейчас, что она тоже как бы такая выходит многосерийная, многомасштабная, междисциплинарное, что вот одно с другим связывается. Даже я вот смотрю, меня всегда интересует, допустим, фэшн-индустрия, она тоже становится очень уникальной. То есть фэшн-дизайнеры прибегают к множеству других инструментов, да, то есть, ну, вообще, вот, куда бы ты ни пошел, в какое-либо направление, везде нужен кто-то. Нужна работа с кем-то, однозначно. И мне кажется, вот наука сейчас такая, для меня она становится очень интересной. А сама по себе наука, она была, есть, она всегда будет, потому что ту же таблетку, тот же аспирин делали для чего-то, да. Тот же там вакцину от ВИЧ ее делали для чего-то, да, это было время. Также для ковида. Сейчас вот это все уже отходит, уже нашли миллион способов, но сейчас уже пошли дальше.
что-то с промышленным сектором связано, да, что-то связано с геологией там и так далее. Даже с той же землей, с той же экологией, почему сейчас экология очень модна. И мы тоже понимаем, что экологам тоже нужно очень много специалистов, да, которые будут разбираться. Это и биотехнологи, это IT, ну, там масса подходов. И вот наука, она как раз-таки здесь помогает. Именно помогает найти решение, найти вариант, как бы пошла жизнь вот в этом направлении, как реализовать эти задачи. Так что вот. И я думаю, что для практиков сейчас наука, она будет интересна. Потому что в какое-то время практики, я даже помню, в университете нам говорили, и мы говорили, образование информативное, диплом, дальше практика, практика, практика. Сейчас обратно все становится на свои места. Мы четко понимаем, что не получив образование, ты не можешь получить хотя бы ту долику интеллекта, да, это общение, коммуникация, это развитие. Даже просто человек, который с образованием, получивший, у него реально речь другая. Да, есть, конечно, ребята другие продвинутые, может быть, но все равно, мне кажется, образование, наука, практика, сейчас они взаимосвязаны. То есть здесь уже нельзя отодвинуть что-то и выдвинуть что-то. И мне сейчас это время этим очень нравится, то есть не задвигаешь. Потому что когда-то, если ты помнишь, не модно было быть аграрием, не модно было быть там педагогом, лингвистом. А сейчас педагоги получают больше кого-либо, да. Ну вот, тоже экономисты и юристы. Вот, сталкиваясь по работе в любых проектах, я вижу, какой провал, как не хватает грамотных юристов, заряженных, которые знают, которые разбираются во всем. А хочется видеть молодых. Да, поэтому вот для молодежи, мне кажется, я не знаю, это покажет время. Это, конечно, мои убеждения, это моя позиция, что так может быть, так лучше. Но опять же наука свое докажет. Посмотрим, как это будет. Ну пока вот так. А вот с развитием всех этих технологий, инновационных технологий, стала ли работа ученых и их разработки легче? Ну, допустим, насколько новые технологии облегчили работу нашим ученым сейчас? Я думаю, что вообще сейчас ученым это время дало очень много, так скажем, способов, путей решения и реализации своих проектов. Почему? Потому что, вот опять же, IT-технологии дают очень много. Я не спорю, потому что эта цифровизация, она упрощает, облегчает, да, физический труд, интеллектуальный труд, облегчает труд вообще, если так вот послушать, много поговорить, даже просто организацию, да, любой структуры компании, заводов, пароходов, неважно. То есть все это цифровизирует, и многие специальности, да, уходят. Но это не значит, что нет востребованности, потому что той же машиной в компьютере, вот ты являешься, да, специалистом, ну как, тот же компьютер, если ты не включишь, он не включится. Если ты его не выключишь, он не выключится. Ну, поэтому, мне кажется, сейчас легче. Хотя, если поговорить с такими мэтрами науки того времени, они будут про свое время говорить свою позицию, и она будет убедительна, что тогда им было проще, легче, а сейчас намного сложнее. Но это вот, как знаешь, я всегда говорю, когда изобрели радио, мне бабушка рассказывала, они там с земля говорили, в общем, думали, что это какое-то вторжение, там, каких-то, да, там, шайтанов и так далее. А сейчас для нас радио это все уже. Нет его, телевизора нет, я просто его тоже не смотрю. У меня есть YouTube канал. Да, есть Google, да, где можно кучу роликов посмотреть. Ну вот как-то так. Я не знаю, что будет дальше. И когда меня будет кто-то слушать, или я кому-то буду что-то говорить, будет ли это актуально. Мне кажется, это нормально. Да. Это же эволюция, то есть кто-то приходит, меняется, перерождается. Все это энергия, она бесконечна. А что вас больше всего вдохновляет?
Меня вдохновляет, во-первых, энергия. Я очень люблю заряженных ребят. Я люблю очень умных ребят. Умных они разные бывают. Для меня есть умные двоечники, есть умные отличники, как я их называю. У них у каждого есть своя индивидуальность. Но у меня вот настолько с опытом своей работы в сфере образования сложилась интуиция, там, как мне все говорят, Ванга, нет, я не Ванга, но я всегда вижу его возможности. Я всегда стараюсь помочь, сказать. Я не лезу, не нарушаю. Иногда бывает, да, нужно просто четко, да, сказать свое слово и стукнуть по столу. То есть я тоже могу так себе позволить со своим уже опытом. Потому что в моей жизни тоже были люди, которые мне сказали: нет, вернись сюда, нет, вот это твое. Ну, первое всегда, типа, что такое, кто она, что это вообще? Ну, это такой эгоцентризм, это такой юношеский максимализм, но потом он перерастает с годами. Но сейчас я это с благодарностью понимаю, что вот если бы вот не тот ангел, не тот бизнес-ангел, не тот бы человек, который бы просто помог, сказал, не понимаю, может быть, и я не была там же. И вот сейчас я тоже это вижу в себе, и я вовсе не привязываюсь, я не вижу прямо этого человека всю жизнь с собой. Если я ему позволяю, и он хочет, очень много людей, с которыми я долгое время, да, сотрудничаю. Очень много людей, которым я помогаю. Ну, как-то так. И я вот вижу, и меня вдохновляют вот эти, ну, те возможности, которые я вижу в ребятах. Мне нравится с ними работать. У меня такая, может быть, не знаю, какая-то своя привычка. Я очень деловая сразу. Я начинаю сразу говорить концепцию, я начинаю говорить сразу предложение, я начинаю сразу приглашать на работу. Я сразу начинаю тут же, не отходя, решать, что-то предлагать. И если это все завязывается и получается взаимно, для меня это классно. Я от этого реально кайфую. Я считаю, что это классно. А что бы вы пожелали вот нашим будущим ученым, новооткрывателям, тем же участникам следующего года конкурса Open Space? А ученым мне хотелось бы пожелать честности, потому что наука, она тоже за это время, так скажем, не испортилась и стала какой-то другой, тоже какая-то она стала, как я говорю, испорченная. Мне, конечно, хочется пожелать людям, которые выбирают науку, первое – это быть честным, самим собой, то есть не предавать себя в плане, чтобы видеть, либо кто тебя направляет идти, либо чувствовать эту поддержку, да, не видеть в этом минусы. Либо если ты идешь в одиночку, ну тогда быть честным и понимать возможности, там ли ты, да, туда ли идешь. И к науке относиться действительно как к исследованию, потому что наука, она никогда не даст тебе стопроцентное решение вот именно в том направлении. Здесь прям вот бывают такие волшебные палочки, что ты можешь повернуть направо, и там ты находишь свою гипотезу, свою идею, ты думаешь, ну, никогда не надо сожалеть об этом пройденном пути. Вот. Это тоже очень важно. Я хотела бы тоже вот людям, которые выбирают науку или в науке, то есть любить это дело, быть преданным себе там. Кто-то использует это для чего-то, для роста, для карьеры. Это может быть тоже, я не спорю. Потому что это же как образование, это же степень научная и все такое. Но если сделать из науки бизнес, ну, это надо быть как образ жизни. Ну, я не знаю, вот все же любят заниматься спортом. Вот, и им задать такой вопрос. Что будет самое страшное, если ты не станешь заниматься спортом? У них же всегда куча ответов. И также вот для науки, чтобы тебя спросили, а что самое страшное случится, если ты, ну, вот не будешь в науке? Да. И вот мой ответ всегда, что я больше ничего не умею, потому что наука – это для меня профессия, образ жизни. Конечно, я, может быть, могла бы и в балете что-то сделать, или там в живописи, может быть. Но как я в науке себя вижу,
Я там как рыба в воде. И для меня это очень гармонично, для меня это очень позитивно вдохновляет. Меня это, как сейчас модно говорить, я там не выгораю. Не знаю, слово такое тоже интересно. Вот. Поэтому вот хотелось бы пожелать именно вот так. Чтобы любили Жить свое дело. жизнь и быть просто в науке. Жить жизнь в своей профессии, неважно, наука это. Потому что я вот очень часто общалась с футурологами. У меня прям было такое время, когда я искала там ответы, потому что наука, она отошла чуть-чуть, и я не могла понять. И вот футурологи, они очень много говорили, что в каждом куча войн всегда бывает. В каждом веке все это цунами, экология, срывы, эпидемии, все это есть. Это такой эволюционный формат, это, то есть как, так же, как рождение, смерть, да, грубо говоря. Вот. И они мне говорили, что все равно придет какое-то время, когда все станет на свои места. То есть врачи будут врачами, айтишники будут айтишниками, да. То есть это будет синергия, симбиоз, но никак не, как у нас, да, было же время, да, вот это доковидное, послековидное, когда мы становились и педагогами, и психологами, и позволяли себе все. То есть мамочки становились уже там гинекологами, да, и потому что у них они себе могли это типа позволить из своего опыта. Но я одно хочу сказать, чужой опыт, он никогда не будет твоим опытом. Это точно. Потому что, я же говорю, вот этот наш нейронный мозг, у него там все свои сценарии свыше, и мозг единственное, что может запутать твой вариант, пойти либо по сложному пути, либо по легкому. Вот. Ну а сценарий, как бы, это как выбор души. Вот. Вот это да. Поэтому здесь каждому хочется пожелать участникам конкурса. Если ты туда приходишь, ты четко должен понимать, да, я хочу просто участвовать в этом конкурсе. Увиди, да, что он мне даст. Приз, возможность инвестора и так далее. Но не ждать вот это советское, мы уже прожили, что государство что-то тебе должно, инвестор что-то должен, компания или конкурс тебе что-то должен. Кстати, в этом году был, да, человек такой? Он нас просто поражал. Это тоже столько вызывало бурю эмоций, и мы повзрослели тоже с этим конкурсом. Выросли. Да, но Уже это тоже такой опыт хороший, что не все бывает, да, так, как я гладко. хочу или как ты хотела, да? И по Как плану, да? мы хотели, как у нас по плану идет, да. У нас и сценарии есть свои, но, увы, там приходилось находить миллион вариантов решений. Но я думаю, что мы справились, и кому понравился этот конкурс, они сказали об этом. Кому не понравилось, они вышли. И это тоже честно, это классно. Все, что я могу пожелать, это действительно участвовать, быть. Приглашают, идите, зовут, идите. Дают возможность, берите. Если у этой возможности есть свои варианты, думайте, выбирайте. Потому что бывают люди, которые рождаются быть хорошими замами, хорошими. Ну, слушайте, мы даже же, ну как без водителя прожить? Я хочу, да, быть богатой. А как без домработницы? А как без водителя? Это же тоже люди, это же тоже их выбор. И я не скажу, что все служанки или там водители несчастные. Ты, наверное, много слышала? Если ты специалист, профессионал, даже тот же сантехник, ты вызываешь его домой, говоришь, блин, я так искала, я не могла. Он выходит, и все, у него космос. И он такой, я вижу, как он радуется своей востребованностью. А это просто сантехник? Нет, не просто сантехник. Это действительно человек, он лидер в своем направлении, в своей сфере. Мне кажется, вот это вот сейчас время, когда нужно четко понимать и осознавать. То есть свой выбор, свои предпочтения. И никогда не умирать от того, что она миллионер, а я нет. Или она королева, а я нет. Да, или там у него стартап на 10 миллионов. Может быть, у тебя через 20 лет будет 3 миллиарда долларов. Это другой путь.
Ну вот как-то так. Не могу ничего пожелать, могу только сказать, что думайте, чувствуйте. Хорошо. Спасибо вам большое за ваше уделенное время. И все, всем пока. Пока. У нас будет еще вторая часть.